Здравствуй, представься, пожалуйста. Меня зовут Ростислав, я из города Славянск, но сейчас на данный момент нахожусь в Харькове, я тут учусь в университете. Скажи, пожалуйста, что сейчас вот на данный момент сейчас происходит и как ты видишь вообще изначально хронологию событий, как они развивались в городе Славянске, с твоего взгляда? Ну, изначально в городе Славянск 12 апреля приехали люди. То есть люди явно, так сказать, не местные. Приехали не с оружием, приехали, там очень было много людей в форме, и сразу захватили городдел милиция. Особого сопротивления милиционеры никакого не оказывали. Через несколько дней эти люди захватили горисполком, начали в нем обосновываться. Затем эти люди начали расставлять блокпосты по городу, начали дежурить на этих блокпостах с оружием, оружия очень много, начали проверять все машины, был полный досмотр всех автомобилей, въезжающих в город, выезжающих в город, то есть просто так нельзя было выехать. По городу очень много мостов, и при въезде на мосты, на каждом мосте есть надпись «Мина». Заминированы ли мосты или нет, сказать не могу точно. Что именно вот сейчас была неделя перемирия, в любом случае у тебя есть родственники, что они сейчас говорят, что там происходит, и расскажи, пожалуйста. Ну, особого перемирия не было. В принципе, это было, наверное, только на бумаге, и так только на словах доверенности. То есть все равно были обстрелы и городов, и блокпостов всех, и украинских силовиков, и боевиков, которые приверженцы в ДНР, так сказать. А как люди настроены, вот как ДНР, как общее большинство людей настроено к вот этому вот ДНР? Изначально, когда 12 апреля приехали боевики в город, многие их поддерживали, откровенно поддерживали, потому что они думали, что все, мы теперь отделяемся, город Славянск теперь будет отдельной территорией, это ДНР, это Донецкая, Луганская область, это ЛНР, и будут как-то отдельно. Сейчас же людям абсолютно все равно, это ДНР, Украина, ЛНР или вообще, не знаю, какой-нибудь Уганда, потому что людям лишь бы перестали стрелять сейчас нужно. Скажи, пожалуйста, вот я нигде не слышал, есть ли какая-то программа развития региона, в данном конкретном случае города Славянска, которую предлагал вот так называемый ДНР? То есть как они будут развивать, там, строить, ну хоть в данном случае обещания, ну программа их действий, или только вот киевская хунта и больше ничего? Скорее всего, только то, что в Киеве хунта, а мы здесь хорошие, мы здесь ДНР, мы здесь за Русь, за православие и так далее. Потому что особой программы ДНР и ЛНР не было. Ведь 11 мая у них был референдум. Как они заявляют, на референдуме проголосовало 89%. Референдумом я это назвать не могу, потому что все голосовали на ксерокопированных бумажечках. То есть явка на выборы составляла, наверное, меньше, явно меньше, чем они заявляли. После голосования, не только потом, уже как-то вроде как напечатали, сейчас издали Конституцию ДНР. Не знаю. А что в этой Конституции, хоть со слов, хоть какие-то, пару предложений, на чем она основывается, на российском законодательстве, на украинском законодательстве, либо что-то новое придумано? Кто ее утверждал? Смешанное. И российское законодательство, и украинское. То есть сейчас в городе действует славянский комендантский час, после 12 часов на улице выходить нельзя. Это может оказаться очень плачевным, если находиться на улице в это время. В городе запрещена продажа алкоголя после 8 вечера до 10 утра. Тоже. Насколько сильное разрушение сейчас в городе Славянске? Сильное. Очень много домов пострадало, очень много всяких социальных структур пострадало. Это и магазины, и банки, и все, что только угодно. Вот сейчас началась активная фаза АТО. Как к ней относятся местные жители и как лично ты к ней относишься? Местные жители к ней относятся не очень хорошо, потому что все-таки украинские силовики, они, когда стреляют по баррикадам и блокпостам и укреплениям ДНРовцев, они все-таки бывают промахиваются и попадают в жилые кварталы, в жилые массивы. И вследствие этого разрушаются очень много домов, и водоснабжение, и электроснабжение, и газоснабжение. На данный момент, то есть, не во всех районах есть свет, вода и газ.
Что ты, как житель, ну, в данном случае сейчас находящийся в Харькове, мог бы обратиться, сказать, пожелать руководству нашей страны, как хотел бы, чтобы они действовали, как там настроены люди, чтобы действовало правительство Украины? Ну, действовать в основном более аккуратней, потому что при их обстрелах пострадает очень много людей. И тех, кто и на улицах находится, и тех, кто в жилых домах. То есть очень много погибает людей от осколков. От осколков мин, бомб. А пожелания? Пожелания? Не знаю. Более аккуратно проводить АЗО, потому что, не знаю, все-таки я не спец в военном деле. Я советовать и желать. Кто-то есть из погибших, из твоих близких, знакомых, родственников? Из моих близких погибших пока мест нет. Надеюсь, их не будет. Есть раненые, есть Не понял. осколочные ранения. Спасибо тебе большое. Пожалуйста.